Коронавирус снова набирает обороты. Число выявленных больных растет. За сутки в регионе зафиксировали 35 новых случаев. Под наблюдением остаются порядка 500 человек. Из-за роста числа заражений Минздрав региона увеличил количество мест в ковидных госпиталях вдвое. В 5 медорганизациях оборудованы 230 коек, в том числе 22 реанимационные. Тем временем обнаружены новые штаммы, вирус мутирует. Новые ограничительные меры, предложенные главой региона, обсудили в Магасе на заседании оперштаба. Что планирует предпринять, расскажет Амина Бокова. Эпидситуация в Ингушетии с каждым днем ухудшается. На заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции озвучивают цифры, подтверждающие это. За последние сутки вирусом заразились 35 человек. Всего госпитализировано 197. 20 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Осложняется ситуация появлением в России новых штаммов ковида – британского и индийского. Последний отличается тем, что поражает желудочно-кишечный тракт. В связи с обострением эпидобстановки к жителям республики обращается Махмуд Али Калиматов. Хотел бы, пользуясь случаем, просто обратиться. Понятно, мы изначально, когда болезнь началась, мы тоже там под сомнение ставили, то одни, то другие. Потом, когда наши люди близкие начали уходить из жизни, начали уходить товарищи наши по службе, которые друзья, родственники, мы поняли, что это серьезно. И потом все начали и лечиться. Но сегодня вопрос еще серьезнее. Даже уже и которые были и вакцинированные люди, и которые должны были повторно делать, потому что через определенное время антитела, они имеют свойство заканчиваться, даже те заболевать начали. И это, я вот будучи в Москве, там, в ЦКБ, общался с главным инфекционистом, и этот вопрос, он на сегодняшний день очень серьезный. Вы знаете, что в других регионах тоже идет очень серьезно, но мы должны оберечь себя и оберечь людей, жителей республики. Значит, ко всем просьба, значит, и парламенту, и руководителям федеральных структур попрошу, донесите, попросите людей, особенно, значит, прекратить надо свадьбы, прекратить или ограничить какой-то в мере возможности. Есть у людей, конечно, затраты какие-то, намерения уже есть, но надо ограничить, надо соблюсти. Кроме того, редко вылечивается. А последствия после этой болезни, последствия, вот некоторые там умники, как бы я их назвал бы, говорят, вот вакцинироваться там, вот последствия какие, под сомнение ставятся, серьезные люди где-то обсуждают это. Слушайте, надо прекратить это. Вакцинироваться не обязательно нужно. Обязательно, незамедлительно. И кроме того, скоро ни на поезд, ни самолет, никуда. Вы понимаете сами. Мало того, что куда-то выехать, не представляется будет возможным. Поэтому я обращаюсь к жителям республики. Я понимаю, что у нас есть свои там обычаи, традиции, понятно, и у других народов тоже. Они тоже соболезнуют. Они тоже, стараются как-то ограничить. Ты себя хоть не жалеешь, пожалей окружающих. Окружающих пожалей. Без маски-то не ходите. По сравнению с первой волной ковида вирус значительно мутировал и теперь все больше поражает молодых людей и детей, говорят в Роспотребнадзоре. Тревожные сообщения поступают и из Минздрава. Заграничные штаммы добираются до Ингушетии, а темпы прививочной кампании в регионе оставляют желать лучшего. Есть риски вспышки очередной волны. Махмуд Али Калиматов отметил, что необходимо принимать новые ограничительные меры для недопущения повторения локдауна. Свои предложения внес руководитель управления Роспотребнадзора Ингушетии. Такие меры ограничения, плюс тем, которые у нас есть, все ранее, которые были, до 1 сентября
запретить работу объекта общественного питания на вечерний период после 21 до 21. И потом вот детские развлекательные площадки, которые у нас стоят, наверное, все видели, вот там ночью вообще никакие там, где дистанции, абсолютно ничего не соблюдается. Вот работу этих мы-то ограничили, чтобы дети не гуляли без родителей, без старших. Вот до 19:00. Махмуд Али Калиматов утвердил предложение. Также главой принято решение приостановить до 1 сентября проведение всех массовых мероприятий в республике. Это касается в первую очередь свадеб. Дома торжеств закроют до осени. Также будут приняты жесткие меры в отношении так называемых свадебных туристов. Это жители соседних республик, которые в связи с ограничительными мерами в своих регионах приезжают в Ингушетию отмечать торжества. Махмуд Али Калиматов призвал Роспотребнадзор взять на личный контроль передвижения таких гостей. Если говорить о проведении похорон, они должны проходить с обязательным соблюдением масочного режима. Контролировать это будут волонтеры. Такое поручение дал глава Ингушетии руководителю комитета по делам молодежи. Каждая мечеть, коробка, чтобы стояла, дезинфицирующие вещи. Мы же все знаем, да, где похороны. Поставить стол, целый да, и хажил, и маска шхатюх. Вот недавно, почему, вот у меня там Кодми Валаса, ну, один человек, говорит, ходит. Один, сотни людей, а один в маске ходит. Слушайте, ну, Юрдаш, Нахмады еще. В городе, в районе, вы зайдите, скажите, хамучаху, просто из маски, посходилось. По предложению главы региона раздавать маски будут и на дорогах республики. Инспекторов ГИБДД обеспечат наборами средств индивидуальной защиты, чтобы раздавать их водителям и пассажирам. В особенности это касается общественного транспорта. Если говорить о спортивных учреждениях, то закрывать их пока не будут. Но в каждом из них регулярно будет проводиться дезинфекция. А вот вопрос с контролем прибывающих в республику людей остается открытым. Министр здравоохранения Ингушетии предложила обязать всех пассажиров самолетов и других транспортов из других регионов предъявлять ПЦР-тест или сведения о прохождении вакцинации. Руководитель аэропорта, в свою очередь, рассказал, что на сегодняшний день состояние пассажиров, прибывающих в республику, контролируется при помощи тепловизора. Тепловизор стоят. Сейчас второй тепловизор будет установлен на входе в аэровокзал встречающих и провожающих, улетающих. А прилетающих пассажиров по рекомендации Роспотребнадзора с прошлой недели мы уже начали проводить. Вопрос о дополнительных мерах для контроля за приезжающими в республику будет и дальше разрабатываться. В ходе совещания Махмуд Али Калиматов поручил главам муниципалитетов также взять на личный контроль соблюдение принятых сегодня новых ограничительных мер на подконтрольной им территории. Соблюдение масочного режима на рабочих местах станет обязательным для всех государственных и муниципальных служащих. Калиматов также дал поручение Минздраву и Роспотребнадзору представить перечень необходимых медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых для республики. На сегодняшний день главный способ остановить вирус – вакцинация, говорят врачи. Махмуд Али Калиматов отметил, что копилка нелепых слухов о вакцинации продолжает пополняться новыми историями. От чипирования до содержания в вакцине тяжелых металлов. Это сильно тормозит прививочную кампанию. Мы вот просто с колен поднялись. У нас все нормально. Но сейчас беда. Рост резкий идет. Резкий идет. Всем скажите, родным, близким, срочно делают пусть вакцинацию. Я просто обращаюсь еще раз. И особенно вот нашим ученым, исламистам, духовенству, уважаемым людям. Просто так болезнь не пройдет. Она не проходит. Надо вакцинироваться. Надо незамедлительно вакцинироваться. Не надо слушать ничего. Это единственное спасение. И, естественно, надо все, чтобы понимали, без маски кто будет находиться в тех или иных территориях, помещениях, общественных местах, значит, будет подвергнуты административному наказанию.
в виде штрафов. Это тоже не говорите, что вы не знали. И каждая мать, каждый отец должны сами одевать маски. И если выходят из дому, детям тоже их одевать. Это у меня огромная просьба. Мы сегодня находимся в очень плачевном состоянии. У нас 8-10 максимум было. Сегодня мы уже под 40, о перспективе до 60. Тут говорится о жизни и смерти. Вот просто не пугаю никого, не преувеличиваю. Это жизнь и смерть. Поверьте, это так. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.